Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что случится, несмотря ни на что? В чем ваша судьба? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно, конечно, очень интересно. Так, венец у вас, видите, очень интересный, он неровный. Он неровный, он со смещением вправо. Вообще сильная картинка, ну ладно. Так, давайте пойдем с основания. То есть мы идем от основания до венца. В основании у нас самые ближайшие события, в венце самые отдаленные события. Самые ближайшие события. Здесь к вам кто-то приедет, придет, либо войдет в вашу жизнь. Человек какой-то, у кого-то иностранец отыграется, а у кого-то отыграется человек, приехавший откуда-то издалека. То есть у него родина, его земля, его дом в одном месте, да, и вот он там через какую-то там 1000 километров или десятки тысяч километров приезжает именно туда, где вы находитесь. У кого-то идет встреча, да, возможно, этого человека вы знаете, а у кого-то идет новое знакомство. Знакомство очень хорошее. У вас с этим человеком будут замечательные отношения. Кому-то человек придет целью, не знаю, подружиться с вами, чему-то вас научить, чем-то вам помочь. А кому-то идет любовь всей вашей жизни. Прекрасные романтические отношения, которые приведут, конечно же, к семье, к браку. Так, человек уже как будто бы в пути, как будто бы уже вступил на ту землю, где вы проживаете. Либо вы уже познакомились по этому рисунку, и у вас совсем скоро будет свидание, которое все решит между вами. Либо вот-вот вы познакомитесь с этим человеком. Очень необычный человек. Человек, который сразу понравится, либо вызовет к себе живейший интерес. Человек, который не словами будет вас подкупать, а конкретными действиями. Вот действия в вашу сторону. Сказал, сделал, пообещал, выполнил. То есть такого еще не было. Вы много людей знаете, мужчин и женщин, там, друзья у вас там разные, разношерстные. И также, может быть, и несколько браков за спиной, там, либо отношений таких серьезных. Но вот как с этим человеком никогда раньше у вас не было. Человек прям очень необычный. И, девочки, вам тут совет, и мужчины тоже, вам совет. Не бойтесь того, чего вы не понимаете. Да? Не надо ковырять и думать, ну не может же быть человек такой идеальный. Там же 100% есть какой-то подвох. Да? Какой-то там скелетик в шкафу прячется у этого человека. Не надо этого делать. Не надо. Просто доверьтесь, просто поверьте. И не ковыряйте вы прошлое. Ни свое, ни чужое. То, что в прошлом, пусть там и остается. Живите здесь и сейчас. Живите сейчас, надейтесь на будущее. Либо двигайтесь в будущее. Вот это будет правильно. Все ваши вот эти сомнения, расспросы, ковыряния, поиски ни к чему хорошему не приведут. Ни к чему. Вы можете потерять этого человека. Потом узнаете правду, поймете, что ничего там плохого не было, а уже отношения подпорчены, а уже человек на вас так подозрительно смотрит, да? Ну и вы, соответственно, думаете, зря, зря я ковырял, либо зря я ковыряла. Не надо, есть в нашем мире хорошие, добрые люди. Да, идеала не существует, но приближенные к идеалу есть, поверьте, есть. И я лично знаю таких людей, и это не один человек. Хороших людей больше, чем плохих на самом деле. Просто хороших не видно. А плохих вон, пожалуйста, сразу, да. Вышел, они все там и кричат, и гадости делают.
их видно. А хорошие нет, живут тихой, порядочной жизнью, поэтому и не видно. Если человеку нечего рассказать о своем прошлом, это не значит, что он его скрывает. Просто прошлое было очень спокойное, размеренное и неинтересное. Да? То есть не было каких-то там сумасшедших, ярких событий. Человек идет очень воспитанный, хорошо образованный, умный человек, с хорошим воспитанием. Ну, что вам там ковырять? Принимайте как есть, радуйтесь, что вы встретились с таким человеком. Либо судьба позволила вам сойтись с этим человеком. Так. Еще здесь кто-то, кто вас обидел. Обидел, причем обидел очень сильно. Это, кстати, не первый раз, когда я это вижу. Даже в других гаданиях своих такое видела. Возможно, одни и те же зрители смотрят мои видео. Человек, который вас очень сильно обидел, человек, который остался безнаказанный. И вы не смогли, например, отомстить. Может быть, и желания у вас не было мстить, но обидка все равно осталась, да, что человек гадостей натворил и сухим из воды вышел. И это не давало вам покоя. Вот. Человеку этому не поздоровится в самое ближайшее время. Ближайшее время. И вы об этом узнаете. Либо на ваших глазах, может быть, где-то рядом с вами находятся. Там такие события начнутся ужасные, ужасные. И вам даже будет не по себе. Будете думать, ну надо же, ну так жестко, ну прям так сильно, и столько бед, и в одно время, и на одного человека. Ох, страшно. Но человек заслужил, человек заработал и получает, как говорится, отгребает по полной. Так я вам еще секретик скажу. Сейчас он получит при своей мирской земной жизни, а потом же еще там нужно будет отвечать. Там же высший суд. Вот там спросят по-настоящему. Ну, надо жить правильно. Нельзя опускаться до таких вот нехороших дел. И, конечно же, не хочешь быть обиженным, не обижай других. Такие вот правила. Так, идем дальше. Я вижу, у кого-то есть проблема. Проблема, ну, то ли с весом, то ли что-то во внешности. Что-то вам в себе очень сильно не нравится. Очень не нравится. И вы с этим боретесь, а у вас не получается, а вы нервничаете. Кто-то говорит, да ладно, мне все равно, рукой махнул, но при этом этот комплекс, он у вас живет и развивается. Мои хорошие, несмотря на то, что сейчас не получается, здесь гарантировано, что вы приведете себя в форму. Именно ту форму, которую хотите. Ну, допустим, у вас сейчас лишний вес. Вы смотрите на каких-нибудь там худеньких девочек, либо какие-нибудь картинки худеньких девочек и думаете, о, так хочу. Поверьте, у вас именно так и будет. Откуда силы возьмете? А вам высшие силы помогут. Я прям вижу ваше преображение в свою мечту. Вот как вы мечтаете, как вы хотите, так и будет. Кто-то из девочек, например, хотел бы, ну, допустим, там, отрастить длинные волосы, вы их отрастите. Кто-то хотел бы, может быть, даже пластику сделать, вы ее сделаете. Кто-то хочет, я не знаю, там, волосы в какой-то экстремальный цвет покрасить, либо, может, наращивание какое-нибудь сделать, вы это сделаете. Вот свою мечту по преображению, чего бы она ни касалась, вы точно осуществите. Причем вы ее осуществите ровно так, как вы хотите, как вы мечтаете. Вот, здесь это даже не обсуждается. И я вам даже сроки могу сказать. В этом месяце вы еще себя будете настраивать, подготавливать, еще об этом будете думать. Следующий месяц вы в активной фазе, вы начинаете над этим работать. Мало того, вы когда начнете, ну, например, давайте на примере похудения возьмем, да, вы хотите похудеть, вы когда начнете подбирать себе информацию, всплывет очень много ценной и важной информации и по физиоподготовки, и по активности, и какие-то процедуры, какие-то БАДы, я не знаю, какие-то волшебные таблетки, как правильно и вкусно питаться. Прям информация будет лететь на вас со всех сторон. И все это будет вам очень-очень помогать и вас мотивировать. Так что, мои хорошие, все будет. Вот как хотите, так и будет. Ваше желание правильное, оно для вас полезное, оно для вас эффективное. Тут вам высшие силы будут помогать, всесторонне помогать. Так что, мои хорошие, все у вас впереди. Не отказывайтесь от своих желаний. Поверьте, тут исполнение уже нарисовано. Вы преобразитесь целиком и полностью. Так, идем дальше. Здесь какая-то женщина, девушка хотела бы, чтобы мужчина на нее,
не знаю, то ли деньги тратил, то ли внимание больше обращал. Может быть и то, и другое. Я так понимаю, что вы думаете о своем любимом, либо о своем муже. Может быть гражданский брак, да, а у кого-то официальный брак. Значит, девочки, тут подозреваете, переживаете, думаете, что на кого-то другого там внимание обращает, либо с кем-то другим время проводит. Все на самом деле немножко по-другому. Вы с этим человеком просто созданы друг для друга. Да, иногда вы ругаетесь, да, иногда вы друг друга не понимаете. В последнее время, скорее всего, между вами охлаждение пошло. Но при этом вы друг другу по судьбе, и вы две половинки одного целого, чтобы вы для себя это понимали. То, чего вы от этого мужчины хотите, он вам даст. Даст немножко попозже. Почему? Потому что у мужчины какие-то действительно серьезные проблемы. У одних отыграется по здоровью, когда ему не до романтики, не до любви, не до подарков. Да, он себя плохо чувствует, у кого-то скрывает, у кого-то наоборот там не обращает внимания, думает, ну если я не буду об этом говорить, да, но болеть у меня не будет. А может быть даже тайно лечится, да, чтобы вас там не беспокоить, чтобы вы не переживали. А у других отыграется, что у него серьезные проблемы по финансам, которые он тоже от вас скрывает, потому что не хочет, чтобы вы впадали в панику, в истерику, чтобы вы плохо себя чувствовали, либо наоборот на него наседали и говорили, да как ты можешь, наша семья, да, деньги нужны. Девочки, не до любви, дайте ему время. Он сам со всем справится, будь то здоровье, будь то финансы. И когда он себя почувствует опять, вот крепко стою на ногах, я мужик, вот тогда и будет романтика, тогда будет любовь. Тогда вы поймете, что никаких других женщин у него нет, и он вам не изменяет, и вам даже будет стыдно, вот, чтобы вы для себя понимали. Поэтому не грешите против своего мужа. Он, конечно, не святой, но ни в чем перед вами не виноват. И если вам кто-то где-то что-то там про него сказал нехорошее, знаете, что врут? Врут, потому что завидуют, потому что пара вы хорошая. Людям со стороны видно, как вы друг другу идеально подходите. И, конечно же, завидуют. Вот. Любите своего мужа, цените, девочки. Цените, он вам Богом данный. А если вы еще и венчаны, то это прямая ваша обязанность заботиться о нем, поддерживать его. Не лезьте, конечно, со своими расспросами. Если захочет, сам расскажет. Если не говорит, значит так надо. Значит ему так легче и проще это все пережить. Да, может ему время надо, чтобы подумать и придумать какой-то выход. Поэтому поддерживаем, своим примером показываем, да, что там люблю, забочусь, переживаю, туда-сюда, там приласкаю. Вот. Девчонки, все порешает. Я вижу, что у вас все возобновится, даже будет лучше, чем прежде. То есть, да, он встал на ноги, он почувствовал свою силу, почувствовал, что я мужик, я здоровый, я там при деньгах. Почему нет? Я буду баловать свою любимую женщину. А его любимая женщина – это именно вы, его жена. Все хорошо будет. Так. Еще, несмотря ни на что, у вас идет какое-то начинание, какая-то работа, какая-то занятость. Понятно, что вы все разные. Понятно, что разный возраст, разный уровень знаний, разные предпочтения, разные желания. Но я вижу, в чем-то новом вы себя найдете. В чем-то новом. Не просто найдете, вы еще на этом зарабатывать начнете. И зарабатывать, я вам скажу, неплохо. По крайней мере, знаете, будет чем похвастаться. Да? Вот я на своем увлечении заработала столько денег. Либо я за свое увлечение могу себе позволить то и другое. То есть здесь прекрасная комбинация, что вы делаете то, что вам по душе, то, что вам нравится, то, чем вы горите, и при этом за это вам еще и платят. И работа будет разная, увлечение это будет разное, и заработок, соответственно, будет разный. Но то, что вас это приведет к двойному удовольствию, это 100%. Вы реализованы, и плюс еще финансирование от того, что вы реализуете. Так, еще какая-то кошка вышла. Кошка, но это не в виде врага, либо недоброжелателя. Это в виде действительно котенка, кошки. Вы либо какую-то кошку начнете подкармливать, либо вы действительно себе возьмете кошку. Кто-то купит, а кто-то с улицы возьмет, а кому-то подарят кошку. Именно мне идет как кошка, хотя, может быть, это и какая-то маленькая собачка. Да? Есть такие собачки, которые по размеру меньше, чем кошки. У меня, кстати, ребенок такой хочет завести, но уже очень дорого стоит. Но опять же, это ответственность большая. Смотрите, что-то прям такое нежное, милое.
И с очень позитивной энергетикой, очень сильно любить вас будет это животное, очень-очень. Даже если вы сейчас сидите и говорите: фу, какие кошки, я не люблю кошек, там шерсть от них полно, да, либо я там не люблю собачек, там, нет у меня места, нет у меня возможности. Мои хорошие, вы пришли на эту отсыпку, здесь вам четко показали. Вот оно животное, которое для вас станет, ну, просто, не знаю, неотъемлемой вашей частью, да, частью вашей семьи. Просто столько много радости вам подарит, столько много позитива, столько много интересного с вами будет происходить, когда у вас появится это животное. Ну, например, да, животное нужно выгуливать, либо животное нужно там водить к ветеринару, заниматься с этим животным, да, ну, всякие есть там ситуации, выставки, опять же, такие могут быть, да, вот какие-то даже приключения идут, разнообразие в жизни, интерес в жизни. Так что, мои хорошие, быть вам хозяином либо хозяйкой очень хорошего, приятного, милого животного, которое будет любить вас, вы, соответственно, будете любить его либо ее, кто кого заведет. Следующий момент касается здоровья. Здоровья физического состояния. Но здесь именно для людей, которые болеют. Девушки, женщины, мужчины, кто меня смотрит, именно ваше физическое состояние. Может быть, у вас есть какие-то серьезные патологии, проблемы, диагнозы, да, уже поставленные, да, уже ситуация в процессе, в разрезе. Несмотря ни на что, несмотря на диагнозы, несмотря на прогнозы, несмотря там, на наличие либо отсутствие каких-то лечебных средств, знайте, что вот этот момент он преодолим. По крайней мере, ну вот у кого-то идет там стопроцентное излечение, исцеление, а у кого-то идет ситуация, когда ваше состояние, ваш диагноз вас совершенно не беспокоит и никаким образом не влияет на вашу жизнь. Понимаете, вы как забыли, что у вас это состояние. То есть вы долечитесь до такой фазы, когда, да, вас это вообще не волнует и никак не отражается на вас. Такая вот ваша победа идет, борьба за себя и ваша победа. Вот именно по здоровью. Пусть не пугают вас страшные диагнозы. Мои хорошие, жизнь у вас долгая. Долгая, счастливая и полноценная, несмотря ни на что. Я вижу, что жизнь будет очень сильно меняться. Причем здесь какой-то момент идет, как, ну, не знаю, как гром и молния, да, либо вспышка такая яркая. Какой-то крутой поворот событий, о котором вы сейчас даже в самых своих смелых фантазиях мечтать не можете. Этот крутой поворот событий, он у вас связан с каким-то другим человеком, либо с другими людьми. Ну, допустим, вы женщина, ваши дети взрослые, они куда-то уезжают. Там, уезжают в большой город, уезжают в другой город, уезжают даже в другую страну. Там они начинают жить свою жизнь, а потом они вам говорят: там, мама, приезжай к нам. Да? И вы, например, из своего маленького городка, из каких-то очень скромных условий, вы переезжаете в какой-то просто необычный там мегаполис. Либо наоборот, это жизнь на природе. Причем очень классные условия идут, вот прям такие шикарные условия. Кто-то из девчонок, ну допустим, да, там несколько браков за спиной, есть, например, детки. Вы уже не верите в то, что вы сможете создать новые хорошие отношения. И тут раз встречаете мужчину. Мужчину, который, ну, например, там, по статусу повыше, чем вы, да, по достаткам посерьезнее, чем вы. И этот мужчина говорит: ну а давай жить, да? Что ты вот тут живешь в серости, в лишениях, да? Давай жить, я подарю тебе новую жизнь. И вы с ним переезжаете в хороший дом, да, с хорошей обстановкой, со всеми делами, с машинами, там, с бассейнами, с возможностью куда-то ходить, гулять, развиваться. Да? Вот жизнь очень круто меняется. У кого-то идет вообще история по деньгам, не знаю, очень похоже, либо выигрыш в лотерею, либо наследство, такое крутое наследство, прям такое денежное, да, либо имущества очень много, недвижимости, например, дорогой много. То есть какая-то яркая вспышка, вот в один день как будто бы это все произойдет, да, вот момент, вам предлагают, вы соглашаетесь, и все, после этого жизнь уже не будет прежней.
Понятно, что вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но то, что это событие в вашей судьбе уже прописано, это 100%. Как бы вы сейчас ни жили, где бы вы сейчас ни жили, с кем бы вы сейчас ни жили, знайте, что будет крутая перемена. К сожалению, мне не показали когда. Мне показали лишь только в венце, как самое важное и главное событие в вашей жизни. Оно обязательно произойдет. У вас вон птицы из двух рук едят, понимаете? У вас и в правой руке будет, и в левой руке будет. И вы будете как птица свободная. Да? Почему люди не свободны? У них, например, нет документов, либо нет денег, чтобы путешествовать. А у вас с двух рук птицы едят. То есть вам все доступно. Нет ни одной такой недоступной опции, либо закрытой дверью перед вами. Весь мир перед вами открыт. Мои хорошие, и возраст. Вот самое главное по возрасту. Для кого-то из вас прям самое счастливое время – это вторая половина жизни. Да? И я не буду тут акцентировать возраст, просто скажу вторая половина жизни. Это самое ваше счастливое время. Самое счастливое. То есть, возможно, первая половина была сложной, когда нужно было там бороться, выживать, добывать. Ну, перечислять я тоже не хочу, да, чтобы лишний раз вас не травмировать. А вот вторая половина жизни, она вот идет счастливая, когда вы получаете, наслаждаетесь, улучшаетесь, какие-то качественные изменения происходят в вашей жизни. Вот так показали. Кто зашел на мою отсыпку, вторая половина жизни, она самая у вас счастливая. Просто прекрасно. Если вы уже во второй половине жизни находитесь и говорите, а где же мое счастье? Впереди. Оно у вас впереди. Здесь по венцу. Здесь четко показали. Происходит все резко, одномоментно и когда не ждешь. Вы ведь на эту отсыпку не случайно попали. Вы должны об этом узнать. А раз вы об этом уже узнали, значит это событие уже в самом ближайшем обозримом будущем. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Перемены будут, и они будут грандиозными. И дай Бог, чтобы вы поскорее все эти перемены испытали, пережили и обрели свое счастье. Всем пока-пока.